Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. Мы начинаем новую неделю. Понедельник. Заряжаемся на плодотворные, позитивные и добрые новости. Вместе с Утро Якутии. Конечно же, и эту неделю, все утро этой недели будем встречать вместе с вами мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. И каждый день будем действовать по, казалось бы, одной и той же схеме, тем не менее, всегда разной. Вас всегда будут ждать что-то интересное, что-то познавательное, обязательно какие-то интересные гости, с которыми в этой студии будем общаться, узнавать у них какие-то полезные для нас вещи в том числе. Да, сюжеты, материалы, все это мы готовим специально для вас. Ну а сегодня, что нас ждет сегодня? Ну, во-первых, узнаем, как распознать преддиабет. Вообще поговорим об этом заболевании, потому что мы знаем, что существует два типа, первый и второй. В чем разница? Ну, более подробно об этом будем говорить с эндокринологом. Да, также узнаем, можно ли вернуть часть налогов, если, допустим, оплачивали лечение или медикаменты. Да, Как, собственно, оформить налоговый вычет по расходам на лечение родственников. да, вместе с этим в Якутии начался сезон подледной рыбалки Мунха. И увидим вообще улов рыбаков, поговорим об этом действительно масштабном и таком интересном. Ну, больше нигде в другом регионе России такого невозможно увидеть. Ну и по традиции начнем с новостей, которые произошли, пока мы с вами спали. Итак, якутский круговой танец Асохой включили в список 100 шедевров нематериального наследия народов России. Свидетельство об этом вручили в Доме народного творчества в Санкт-Петербурге. 100 объектов нематериального культурного наследия народов России – это праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции. Среди них и наш якутский круговой танец Асохой. Ну а жители ряда регионов России периодически становятся свидетелями необычного явления световых столбов. Так, например, накануне такой столб света увидели в небе жители села Барагонцы. Солнечный столб – это направленный вертикально луч света, что зачастую возникает во время заката либо восхода солнца. Довольно часто в перистых или перистослоистых облаках формируются очень маленькие кристаллики льда. Благодаря тому, что солнечный свет отражается от грани этих кристалликов, мы и можем наблюдать такое прекрасное явление. Да, стоит только посмотреть вокруг, и чудеса нас ждут волшебные. Хотя вот если взглянуть на фотографии, которые вы только что видели, этого столба света, мне больше напоминает, как будто где-то там далеко очень огромный факел горит. То есть не сколько столб, потому что такая пирамидка получается. Тем не менее, это не факел, а да. Интересное природное Очень, явление. да, очень красиво. Ну, говоря про природу, у нее не бывает плохой погоды, поэтому давайте поговорим о том, что же нас сегодня может ждать за окном. Итак, по данным Гидрометцентра, сегодня в центральных районах минус 28-37 градусов, в Заречной группе 12-34, в южных 8 и 9 градусов мороза, в Вилюйской группе 33-36, в Нижнеленских до 35 градусов, в западных 18-32. В Колыме-Индигирской группе от минус 24 до 40 градусов уже. А в Янских 34-39, на северо-западе 22-32 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила минус 31, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем ожидается без существенных осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 24-26 градусов. На сегодня на календаре 14 ноября, и 14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Вообще численность пациентов с сахарным диабетом в настоящее время превышает 260 миллионов человек, и диета при этом заболевании – один из методов контроля течения болезни с целью предотвращения развития острых и хронических осложнений. Залог хорошего самочувствия больного – соблюдение диетического питания. Сегодня, 14 ноября, отмечают во всем мире День борьбы с диабетом. Екатерина, расскажите про историю, да, с Ярославом. Это приобретенный диабет. В этом заболевании мы совсем недавно, нам даже нету еще года. Это случилось в феврале. Дело в том, что не было никаких предпосылок. У нас нету
С таким заболеванием вообще никого в семье, поэтому даже не думали, что будет такое может случиться, и не обратили на это как бы внимание, то, что... Но дело дошло до того, то, что мы попали в реанимацию, и только тогда уже выяснилось то, что оказывается у нас сахарный диабет первого типа. В первую очередь, конечно же, очень многое зависит от питания, от еды, которая нас окружает, то есть это... Она должна быть в первую очередь натуральной. Поэтому мы, конечно же, больше склоняемся к продукции местного производителя. Все-таки дети нынче чаще начинают заболевать сахарным диабетом? Ну, вообще, вот постпандемийный или пандемийный период резкий скачок произошел. Если у нас в республике, да, в данное время 250 детей и подростков болеют сахарным диабетом именно первого типа. Но есть сахарный диабет и первого, и второго. Второй тип, там инсулин не колется. А при первом типе это пожизненная терапия инсулина. Обязательная. От 4 до 5 раз. Я немножко расскажу, что мы пассеровали немножко морковь, лук в малом количестве, очень малом количестве масла растительного. Можно сказать, что многие могут спросить, что можно ли использовать растительное масло вообще. Да. Но как мы можем сказать, что после приготовления жир всплывет, его можно будет собрать. Так что ничего страшного. Тут у нас кусочки помидоров, баклажан, лук и петрушка. Тут вообще нет углеводов. Хоть ведрами кушайте, сахар не поднимется, можно сказать. Суп овощной. Тут тоже углеводов нету, ни быстрых, ни медленных нету. Тоже, Ярослав, пожалуйста. Курица. Курица что есть? Белок. В основном белок и немножко жира. Ну, углевод чуть-чуть есть. Если мы целую курицу сразу кушаем, тогда считаем. Если кусочек там нету, а это медленный углевод. Мы должны кушать, считать и кушать. А блинчик один или вот сразу 3 можно? Ну, блинчик, если большой, он 2 хлебные единицы мы считаем, если на белой муке. А тут блинчики маленького размера, поэтому по одной, ну, тут 3 есть точно. Полноценный обед? Полноценный обед. Ага. Ярослав, с чего бы ты приступил к трапезе? С какого блюда? Салат, клетчатка. С баклажаны все-таки, да? Ну, обычно у нас без баклажанов салат. Ну и твой вердикт? Я думал, баклажаны не вкуснее. Так-то вкусно. Ярослав, спасибо тебе, молодец такой большой, я уверена, все у тебя впереди. До встречи на телеканале Якутия-24. Ну вот подробнее уже об этом заболевании, о диабете мы поговорим с главным внештатным экспертом, специалистом-эндокринологом Министерства здравоохранения. В гостях у нас Любовь Садыкова. Любовь Ахмедовна, здравствуйте. Любовь Ахмедовна, доброе утро. Вообще диабет, да, серьезное заболевание, как уже вот в принципе было сказано, делится сегодня на 2 типа. В чем разница, какие типы заболевания, в чем их основная, ну, в чем основа заключается? На самом деле типов диабета даже больше, но основные это действительно первый и второй тип. Первый тип – это заболевание аутоиммунное, то есть собственные бета-клетки, которые ответственны за секрецию инсулина, они подвергаются такой аутоиммунной агрессии и разрушаются. И когда разрушается более 80%, наступает клиника заболевания, и чаще всего мы таких детей диагностируем уже в состоянии кетоацидоза. То есть это молодой тип диабета до 30 лет. Может заболеть ребенок несколько дней от роду, может заболеть взрослый человек до 30 лет. И это, вот, как я уже сказала, такое агрессивное начало, которое требует инсулинотерапии обязательно. А что касается второго типа диабета, это как раз-таки история, когда мы говорим, что идет пандемия, неинфекционное заболевание и рост сахарного диабета. Это заболевание, которое встречается в возрасте старше 45 лет, как правило, и чаще всего это пациенты с ожирением или с избыточной массой тела. И в клинике есть такое понятие, как инсулинорезистентность, то есть плохая чувствительность к инсулину. И начало этого заболевания очень постепенное, и многие могут долгие годы
жить уже с высокими сахарами и при этом не знать о своем заболевании. Вообще не подозревать, да? Ну, мало кто, наверное, даже знает, что сахарному диабету предшествует преддиабет. А как его распознать? Действительно, сахарный диабет как проявление, как заболевание, это уже, скажем так, верхушка айсберга, а снизу это преддиабет, который очень сильно зависит от факторов риска. Поэтому в любом возрасте, если есть факторы риска, такие как наследственность, есть артериальная гипертензия, есть дислепидемия, то есть повышение уровня холестерина. Если у женщин в анамнезе были роды с крупным плодом, то обязательно нужно пройти исследование на уровень глюкозы венозной крови и глюкозотолерантный тест. Если результаты хорошие, то эта процедура повторяется 1 раз в 3 года. Это в любом возрасте, если индекс массы тела больше 25, то есть есть избыточная масса тела. А в возрасте старше 45 лет уже всем нужно проводить исследование сахара в крови ежегодно, то есть 1 раз в год. Ну вот согласно информации Всемирной организации здравоохранения, число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в 4 раза. С чем, в принципе, связано такое распространение болезни? Ну, я, наверное, повторюсь, что эта статистика касается именно сахарного диабета 2 типа, который очень сильно связан с ожирением. Поэтому это 2 эпидемии, которые идут параллельно, и с ростом ожирения растет и сахарный диабет 2 типа. Кроме того, безусловно, как фактор риска я бы упомянула о стрессе. Также вот распространенность, к сожалению, нашей вот урбанизации, она сопряжена с изменением питания и с гиподинамией. Тоже это вот непосредственные факторы риска развития сахарного диабета 2 типа. Ну и да, может быть, как-то коротко о профилактике, да, расскажем. Да, ну и, соответственно, если как бы фактор риска основной – это ожирение, в первую очередь, если особенно у вас есть наследственность по сахарному диабету 2 типа, надо уже с молодости не допускать развития уже ожирения, когда индекс массы тела больше 30. То есть всему голова, правильное, грамотное питание. Спасибо большое, Любовь Ахметовна. Желаем, чтобы ваша информация дошла до ушей кому надо. Ну а прямо сейчас Кар прервется на короткую паузу и потом продолжим. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Минздрав России поручил регионам запасти лекарства минимум на 4 месяца. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. В целом поставки препаратов и наращивание объемов производства отечественных лекарств идут по плану с высокими темпами. Изменив регуляторную систему, обеспечивается быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок. По зарубежным позициям имеют место сложности в скорости поставки лекарств, рассказал глава Минздрава. Поэтому регионам поручили запасти лекарства минимум на 4 месяца. Встретить Новый год без пений жителям Мирного, Айхала и Удачного предлагает предприятие тепловодоснабжения. Коммунальщики запустили традиционную акцию. Начисленные пени простят тем, кто погасит заложенное за водоснабжение и отопление до 31 декабря. Чтобы участвовать в акции, потребителю нужно написать заявление, подготовить копию паспорта, СНИЛС, ИНН, документы о праве собственности, затем принести пакет бумаг в филиал ПТВС. Оплатить задолженность можно в отделениях Почты России или через терминал «Бионика», который находится в здании энергосбыта. Доступна и онлайн-оплата. Соревнования по ручному сенокошению среди студенческих команд агротехнологического университета провели на озере Сайсары. Приняли участие 7 команд. Соревнования организовали с целью пропаганды развития традиционно прикладных занятий.
Отмечу, что якуты с древних времен, когда замерзал лед на озерах, косили камыш. Его использовали как дополнительный корм для скота и лошадей. А в команды студентов для соревнований вошли по 6 человек, им советом помогали наставники. Лучших выявили в скорости кошения камыша, оценили и качество работы. Общий призовой фонд составил примерно 85 тысяч рублей. Сложно скашивать. Остатки старой этой камыша, оказывается, внизу лежит, поэтому сложно косить. Необходимо, наверное, для таких случаев косу сделать уже не как для сена, а более острым углом, чтобы было. Ну, меньший захват, чтобы был. А это как камыш, он относится к тростниковым, поэтому тяжело косить. Но и сейчас снега много. Чуть опоздали, так как теплое время стояло, лед был тонкий, поэтому чуть-чуть припозднились, а снег навалил, сейчас сложно косить тоже. Дню Олонхо в Якутии посвятят ряд мероприятий. Утверждена программа «Декады», посвященная Дню Олонхо, который ежегодно отмечается 25 ноября. Организаторы подготовили традиционные конкурсы, открытые лекции, выставки, а также обширную деловую программу. Всего запланировано порядка 90 мероприятий. Одним из главных станет церемония вручения стипендий главы Якутии Олонхосутам, Запевалам Осохая и кузнецам, носителям традиционной культуры. Все события стартуют 18 ноября. И в завершение об уникальной находке. Останки редких животных обнаружили в якутском селе Верхний Бестях во время работ на карьере. Среди них фрагмент черепа снежного барана, предположительно найденная кость носорога, роговой стержень бизона, фрагмент черепа снежного барана, позвонок мамонта. Останки были изъяты, на месте обнаружения не будут вести промышленные работы. А летом там планируют провести раскопки члены экспедиции и ученые-палеонтологи. Утро Якутии. Мы продолжаем встречать понедельник, 14 ноября. Хотел сказать октября, но нет времени неумолимо, уже ноябрь. Вот. И продолжаем, конечно же, наш эфир. Да, так, продолжение последних тем. Предприятия, еще вчера выпускающие товары высокой моды, сегодня шьют изделия для солдат. Так, текстильщики Якутии переориентировались на выпуск берцев, балаклав, спальных мешков, палаток, аптечек для нужд специальной военной операции. Наше предприятие производит гражданскую продукцию. Тем не менее, мы буквально на днях изготовили для нужд специальной военной операции 300 подсумков для размещения аптечек. Наша компания может и в состоянии производить качественную продукцию. Это, в частности, берцы демисезонные, это спальники, это палатки, и различные виды продукции, которые востребованы для мобилизованных, которые сейчас несут свою службу в рамках специальной военной операции. Тем временем бойцы с передовой получили посылку с родины. Это боевой разведывательный дрон. На кадрах видно, как бойцы шлют горячие приветы. Благодарность всем тем, кто помогает, всем тем, кто сейчас на передовой. Бойцы добровольческого отряда «Ботур» отметили, что подаренный дрон поможет обезвредить врагов и победить. Ну а мы напомним, что сегодня у нас 14 ноября. Да. Не октября. Не октября. Ноября. Вот интересно, чем же этот день нам запомнится в истории. Давайте знакомиться с датами. И узнаем, конечно же, кто из знаменитых людей сегодня день рождения свой отмечает. На календаре 14 ноября. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда и День социолога в России. По народному календарю Кузьминки. В этот день обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным, следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой. Этот день в истории. В Париже в этот день торжественно открыт Институт Пастера. Институт является одним из мировых лидеров изучения инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, туберкулез, полиомиелит, грипп, желтая лихорадка и чума. В 1889 году, 14 ноября, журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна. В итоге рекорд Филиаса Фога был побит.
В 1936 году в этот день на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды, впоследствии названный Гидромедцентром. В 1989 году, 14 ноября, в Советском Союзе принята Декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. В этот день родились Клод Мане, французский художник, один из основателей импрессионизма. Анимпади Сафронов Алампа, якутский прозаик, поэт, основоположник якутской литературы. Джавахарлал Неру, индийский политический деятель, первый премьер-министр Индии. В этот день также родилась Астрид Лингрен, шведская писательница. Василий Протодиаконов Кулантай, прозаик, драматург, общественный деятель. Именины сегодня у Андриана, Александра, Давида, Дениса, Дмитрия, Елизаветы, Ивана, Кузьмы, Петра, Сергея, Ульяны, Федора, Якова. Ну а в это время года в Якутии проходит подледная рыбалка на карася, она же самая мунха. На эту рыбалку собираются почти все деревни, как на праздник лета Эстех. Подледный лов карася – дело трудоемкое, требующее слаженной работы многих людей, для чего и нужен кто-то старший, знаток мунхи и данного озера, который руководит всем процессом. Улов зависит от правильного выбора места и мастерства самих рыбаков. Улов может исчисляться от 10 до 100 и более мешков отборного карася. После завершения рыбалки весь улов принято делить на всех, кто присутствовал на этом масштабном действительно мероприятии. Ну а карась особенно жирная рыба, в нем много белка и кальция. Во время войны, к примеру, когда практически все продовольствие забиралось на фронт, жители спасали от голода именно вот караси и зайца, поэтому к ним у нас в Якутии особое уважение. В Якутске даже поставили небольшой памятник карасю. А на такой рыбалке участвует и старый, и млад. Для большинства участников это повод встретиться друг с другом и душевно провести время. Вот как говорится, с пользой. И пообщался, и мешок карася с собой домой унес. Да, а ты бывал на мунхе? Нет, я не бывал, но я думаю, однажды жизнь меня туда приведет. Я тоже, я, к сожалению, тоже еще не была, но, тем не менее, мешок карасей я однажды получила в подарок. Ну вот у меня в голове смятение, готов ли я выдерживать морозы наши якутские ради мешка карасей. Ну, не настолько я их люблю, они вкусные, безусловно, но не из разряда моих прям любимейших блюд, наверное, вот так. Ну вот, подводя к тому, что скоро ты там побываешь, наверное, это будет, когда ты... Стану... Ты хотела сказать. Допустим, уйдешь на пенсию, допустим, уйду на мунху. Ну, вообще, кстати говоря, про возраст, это не повод вообще отказываться от развлечений, тем более от кружков и секций. Актуальными это становится в нашем регионе еще и зимой, ведь в это время года, зима, она длится у нас по полгода, а досуг для пожилых людей в столице региона особо отсутствует. Где бабушкам и дедушкам найти увлечение по душе, а самое главное, общение, где им найти. Об этом расскажем в следующем материале. Более 30 кружков и секций на любой вкус и желание, начиная от танцев, заканчивая бисероплетением. И все это в школе 3-го возраста в городе Якутске по улице Федора Попова. Самым востребованным кружком здесь является кружок рисования. По словам пожилых людей, здесь они тренируют не только свою мелкую моторику, но и получают новые знания. Ведь педагог в основном акцентирует свое внимание именно на этом. Мы сейчас акварель прошли, графику. Еще у нас в проекте гуашь, масляные краски. А почему вы выбрали именно рисование? Ну, для меня это я все время хотела рисовать. Вот. У меня где работали? Я в школе где-то из Ленского района. Переехала сюда в 2013 году. Я работала врачом-лаборантом. Педагог по рисованию Ирина Афанасьевна работает в этой школе с этого года и говорит, что ей здесь очень нравится. К каждому занятию она готовится серьезно, ведь она работает не с детьми, а со взрослыми. И в отличие от детей, они не отвлекаются, а наоборот, внимательно слушают своего преподавателя. Мне очень понравилось работать с
нашими бабушками, которые ходят сюда рисовать. Очень большой интерес. Они старательно занимаются, старательно изучают азы школы рисования и получают от этого большое удовольствие. Следующий наш герой говорит, что всегда любила рисовать, а со школой 3-го возраста познакомилась еще в далеком 2011 году. С самого начала я вела кружки. 3 кружка вела, 5 лет проработала, потом заболела, ушла. Вот буквально недавно опять снова пришла, осенью. До школы 3-го возраста Екатерина Николаевна посещала платные курсы по рисованию. Говорит, что было дорого, а здесь же цена приемлемая. Всего 100 рублей за час занятий. Когда мне было 73 года, я первый раз пошла на кружок живописи, платный, правда, было дорого. Ходила всего 3 раза, но участвовала в выставке, заняла даже среди 7 улусов достойное место, диплом 1-й степени завоевала. А смотрите, за посещение школы 3-го возраста люди что-то оплачивают или это полностью на безвозмездной основе? Раньше было, когда мы начинали в 2011 году, у нас было все бесплатно, все кружки были бесплатные. Но сейчас у нас оплата за 1 час примерно 100 рублей. Но это, я считаю, нормально для пенсионера. Кружки школы 3-го возраста пользуются большим спросом. За прошедшие 2 пандемийных года ими было охвачено более 30 тысяч граждан по всей территории Якутии. Тогда все кружки и мастер-классы велись в онлайн на безвозмездной основе. Считаем, в 2020 году обхват у нас нашими занятиями, онлайн-занятиями, мы охватили 20 тысяч человек. А в 2021 году мы уже охватили 37 тысяч человек. В день у нас проходило от 4 до 7 уроков. Это каждый час по телефону. Да, спрос очень большой. И у кого есть интернет, допустим, да, хоть Эмеконбул, хоть Белюсунтар, без разницы, они все заходили. Сегодня, к сожалению, в школе существует проблема нехватки кабинетов. Расписание плотное, все расписано буквально по часам. Но у нас здание 1 этаж только. У нас не хватает комнат, поэтому это расширение нужно, здание или еще что-то дополнительное. Тогда еще бы добавили кружки какие-то. Действительно, это, пожалуй, единственное место в городе, где большой выбор кружков и секций, где любой пожилой человек может найти развлечения по душе. И нехватка кабинетов расстраивает не только руководство школы, но и их посетителей. Мы надеемся, что курирующие данный вопрос министерства и ведомства поддержат это общественное место. Ведь рано или поздно ко всем людям приходит она – старость. Дмитрий Тымыров и Семен Афанасьев, Якутск. А в наших руках и в руках молодого поколения сделать так, чтобы наши пожилые товарищи, мамы, папы, дедушки, бабушки были в курсе, да, современных веяний, современных, да. Вообще можно организовывать для них замечательные события. Вот, например, в городе Покровске для поколения 60+, впервые провели интеллектуальную игровикторину, он же квиз. Участие приняли пожилые покровчане в составе 5 команд. Как прошла игра, расскажет Виолетта Засимова. Квиз – это командное соревнование на логику, сообразительность и смекалку. Больше всего игра похожа на такие известные передачи, как «Что, где, когда» или «Brain Ring». Задания могут быть музыкальными, в картинках или даже видео. Во время игры звучит зажигательная музыка, а ведущий никому не дает скучать. В Центре культуры Саргайтуль-Гете квизы проводят уже в течение 10 лет. И вот нынче впервые решили провести игру для старшего поколения 60+. Название у игры звучало как «По волнам нашей молодости». Для старшего поколения мы сделали игру не продолжительную, 60 минут, это достаточно. Было 5 этапов. Разминочные вопросы, устные, также вопросы на экране, на проекции, музыкальные, а также были по кадрам из фильмов. И был последний тур, который им очень понравился, это «Кто вспомнит песню по словам». Борьба была жаркой и упорной. Вперед вырывалась то одна, то другая команда. В итоге с минимальным отрывом победили игроки команды «Ноябрята». Это у нас одноклассники. Мы все дружим. Наш выпуск 1978 года. И вчера нам предложили одноклассники участвовать в этом мероприятии. Впервые участвуете в такой игре викторине? Я в первый раз. Как вам?
Очень хорошо. Я даже всем советую участвовать в таких мероприятиях. Ну, во-первых, мы выходим все из зоны комфорта. С диваном мы все знатоки, а когда так вот прямо лицом к лицу, да, оказывается, немножко сложновато. Но нам понравилось. И вообще Татьяна Николаевна вот эти игры очень хорошо ведет и позитивно. И мы сегодня встретились со многими знакомыми, которых каждый день ты и не встретишь. Никто не ушел без подарков. Команда-победитель получила сертификат на посещение сауны, за второе место вручили теплые палантины, за третье – билеты в кино. Также были утешительные призы. Опыт первой игры «Квиз 60+» показал, что такие мероприятия нужно проводить чаще, ведь участники не только занимательно провели время и блеснули своими знаниями, но и вспомнили былые времена, увиделись друг с другом, а также получили неплохие презенты. Следующую викторину «Квиз» планируют провести для профсоюзов Хангаласского улуса. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Но помимо, конечно же, организации досуга, одной из главных проблем старшего поколения является здоровье, потому что сами понимаем, чтобы поддерживать здоровье на должном уровне, требуются определенные средства, как минимум на покупку медикаментов. Вот можно ли вернуть часть налогов, если оплачивалось лечение и медикаменты? Как оформить налоговый вычет по расходам на лечение родственников? Какие нужны документы, чтобы оформить налоговый вычет по расходам на медицинские услуги? На эти важные и другие вопросы ответит наша рубрика «Советы юриста». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о налоговом вычете. В частности, налоговый вычет на лечение. Итак, получить социально-налоговый вычет у работодателя можно, да? То есть мы собираем документы. Во-первых, что у нас сюда входит? У нас два понятия. Это дополнительные медицинские услуги и дорогостоящие услуги, да? То есть к дополнительным услугам относятся медицинские услуги, которые оказываются вам, самому, супругу, родителям, детям в возрасте от 18 до 24 лет, если не учатся на очной форме обучения. Назначенные врачом лекарства, страховые взносы по договору дополнительного медицинского страхования. К дорогостоящим медицинским услугам относятся лечение бесплодия методом ЭКО, медицинские изделия для поддержания функций органов и систем организма. Мы, во-первых, должны обратиться к медицинскому учреждению, которое имеет российскую лицензию на оказание медицинских услуг. Далее, мы берем справку именно на медицинские услуги, потому что налоговый вычет также распространяется на лечение в профилакториях. То есть сумма, которую вы уплатили в профилактории, должна быть разделена оказателем услуг на две части. То есть одна часть это за проживание, допустим, за питание, другая, согласно справке, она идет уже именно за медицинские услуги. Собираем, получается, договор, подтверждение, первичные документы по оплате, то есть это либо платежное поручение, либо квитанция, либо иной платежный документ, подтверждающий, что расходы понесли именно вы. Также берем справку о том, что вам оказаны следующие медицинские услуги, да, на такую-то стоимость. И дальше у нас два способа. Мы можем обратиться к работодателю до окончания календарного года, в котором нам оказаны медицинские услуги, да, либо мы можем обратиться, получается, в налоговую инспекцию по месту регистрации, по месту жительства, да, представив декларацию. Напоминаю, что она может подаваться за 3 года, то есть если в течение 3 лет после оказания медицинских услуг и после их оплаты вы решили обратиться, у вас есть такая возможность. В общем-то, 3 года достаточно продолжительный срок. Хорошего вам дня, отличного настроения, не болейте. А вы, наши уважаемые дорогие телезрители, очень часто присылаете интересные видео. Например, жительница села Покровск на днях отправила нам снегирей. Пока не грянули сильные морозы, снегири вдоволь наслаждаются теплой погодой. По сведениям орнитологов, в Якутске и его окрестностях зимует около 100 видов птиц. Кого-то из них мы видим каждый день, к слову, кого-то, конечно же, реже. Орнитологи говорят, что в Якутске зимуют более 100 видов птиц. Многих из них можно увидеть не только в окрестностях, но и в самом городе. Чтобы видовой состав наших зимующих птиц не сокращался, год за годом их нужно оберегать и охранять, само собой. А для успешной охраны необходимы достаточные знания о птицах, о особенностях образа жизни этих птиц, и при необходимости нужно уметь привлекать, помогать и содержать их.
Вот доброе дело сделал и один дальнобойщик из Белоруссии. Он прилетел в свой грузовик брошенного котенка. Спальное место, автомобильное кресло, вместо игрушек брелки для авто. Котенок Соня обосновалась в грузовике дальнобойщика Виталия Коновалика из Минска, как у себя дома. Дальнобойщик отметил, что из-за спокойного нрава и любви ко сну хозяин назвал питомца Соней. Она уже успела вдоволь насладиться путешествиями, ездила в рейс с Виталием по России на несколько месяцев, а сейчас готовится к новым приключениям. Вот, в пути, хорошо себя ведет, если где-то даже и бодрствует, гуляет, то особо не надоедает мне. Может погулять по панели, побегать по спальникам, где-нибудь что-нибудь погрызть. Это она тоже очень любит. Короче, ведет себя очень хорошо. Забавная история, путешествующая кошка. Да, удивительно, что она еще котенок, да, и уже много чего понимает. И удивительно, что прижилась в грузовике. Угу. Что интересно. Ну, а влияние позитивных тенденций будет особенно сильным в начале этой недели, говорят нам астрологи. Поэтому не советуем откладывать надолго реализацию своих планов и сразу начинать с самого важного. Если вы сосредоточены на профессиональных успехах, подумайте, кто мог бы помочь вам достичь их. О том вообще, что готовит предстоящая неделя всем знакам гороскопа, прямо сейчас узнаем. Овны. Самостоятельность полезна, когда знаете, что делаете. Но сейчас не этот случай. Вы скорее усугубите, чем исправите. Лучше обратитесь за помощью. Стойте на своем спорной ситуации. Это в ваших интересах. В выходные успеете насладиться дальними поездками. Тельцы. Не стоит нырять с головой в прошлое. Лучше жить настоящим и забыть о былых обидах. Найдите точку опоры – семья, работа или хобби. И держитесь ее, тогда все невзгоды покажутся несущественными. В выходные наслаждайтесь отдыхом, а не работой. Близнецы. Выделяйте другим больше своего доверия. Дайте им расправить крылья и не оглядываться на вас в поисках одобрения. Поверьте, вас приятно удивят. А освободившееся от слежки время потратьте на себя. Потакайте своим прихотям и увлечениям. Раки. В ближайшее время не ждите изменений. Лучше идите проторенной дорожкой. Целее будете. Не нервничайте, если что-то идет не по плану. Результат превзойдет ожидания. В выходные постарайтесь выбраться на природу всей семьей. Львы. Все задуманное пойдет не по плану. Расслабьтесь и примите тот факт, что изменить что-то сейчас не в ваших силах. Судьба подарит возможности для профессионального роста. Следите за новостями и не пропускайте сигналы от нее. Девы. Звезды не советуют пускаться в путешествие. Усидчивый образ жизни для вас сейчас полезней и безопасней. Выяснить отношения – последнее дело, особенно на работе. Поберегите нервы, обсудите с семьей планы на выходные. Они придумают интересный вариант. Весы. Финансовые вопросы не оставляют в покое. То ли все потратить на себя и семью, то ли отдать долг. Компромисс приветствуется. Постарайтесь больше внимания уделять семье, создавая уют и окутывая любовью. В выходные не планируйте поездки, лучший отдых с родными. Скорпионы. Для вас настал день сурка. Одни и те же дела придется делать снова и снова. Лучше один раз сделайте их качественно. Тогда не будете возвращаться к ним вновь. Покажется, что вы устали больше обычного, но это поправимо. В выходные выходите на прогулки. Стрельцы. Подозрение не повод для обвинений. Сначала удостоверьтесь в справедливости своих суждений. Только потом приступайте к стадии обвинений. Возможны напряженные взаимоотношения с родственниками. Задобрить их можно шутками и лаской. Козероги. Звезды категорически против того, чтобы вы вмешивались в естественный ход вашей жизни. Посидите в сторонке, понаблюдайте издалека, и если поймете, что вас не устраивает то, что вы видите, и только тогда можно приступать к решительным действиям. Водолеи. Рутинные, монотонные дела заполонят все ваше свободное время. Постарайтесь отложить серьезные вопросы с документацией на следующую неделю, тогда и силы появятся. В выходные постарайтесь остаться наедине с природой. Это лучшее лечение от зимней хандры. Рыбы.
Начало недели не обещает быть легким, но может быть приятным. Для этого достаточно не зацикливаться на неудачах, останавливаясь на том, что у вас все действительно получается. Стойко перенесите изменения в жизни и устремитесь в выходные на полных парах оптимизма. Что ж, скорпионам, в данном случае мне, звезды советуют в эти выходные посетить, прогуляться где-то и что-нибудь посетить. Да, я думаю, что следующая наша рубрика, она даст тебе подсказку, куда же можно сходить в эти выходные, потому что культурные новости на очереди. Давайте послушаем, посмотрим. Доброе утро! С вами «Культурные новости». Мы расскажем вам о самых интересных мероприятиях и событиях. 3 ноября справил свое долгожданное новоселье Нюрбинский передвижной драматический театр. Теперь он разместился в новом двухэтажном здании площадью 2900 квадратных метров. В театре большой зрительный зал на 230 мест, сцена с крутящимся кругом и возможностью менять скорость и направление движения, современное светодиодное освещение. И есть отдельный репетиционный зал, 10 гримерных. Также в здании оборудованы 2 большие мастерские – столярная и живописно-декоративная. Имеется склад для крупных декораций с подъемником. В честь открытия жителям Нюрбы был показан спектакль «Несломленный духом Степан» по пьесе Эдуарда Данилова в постановке отличника культуры Республики Саха-Якутия Алгыса Макарова. До конца года в Нюрбинском драматическом театре должна состояться первая премьера на новой сцене – спектакль, посвященный 125-летию со дня рождения Максима Амосова. Музей имени Ярославского 9 ноября передал в дар Российскому этнографическому музею в Санкт-Петербурге комплект женской якутской одежды XIX века. Пальто, шапка джабака и рукавицы изготовлены народным художником Якутии Анной Зверевой по традиционной технологии. Анна Зверева сотрудничает с Российским этнографическим музеем с 1992 года. В музее представлены многие ее работы. Стоит отметить, что изделия от народного художника Якутии выставлены не только в музеях России, но и зарубежных. Так, одна из ее работ представлена и в Музее естественной истории в Нью-Йорке. В галерее народного искусства «Семях» открылась выставка уникальных авторских кукол в национальных костюмах народов России. Всего представлено более 200 работ от 40 мастеров из разных регионов. Одна из самых крупных коллекций выставки – Тыгын Дархан, в создании которой участвовали более 20 человек. Данная работа участвовала на различных российских и зарубежных выставках. Среди представленных на выставке кукол и работы мастеров разного уровня, от начинающих до профессионалов. Выставку авторских кукол можно посетить до декабря месяца. 8 ноября в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие мультимедийной выставки в интересах человека, общества, государства, посвященной 85-летию первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Экспозиция позволяет проследить, как преображалась Якутия в 90-е и начале 2000-х. Этот период вошел в историю Якутии как время радикального обновления, укрепление статуса региона как одного из стабильных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Важная роль в этом процессе принадлежит Михаилу Николаеву, который всегда руководствовался правилом «Сильные регионы, сильная Россия». Мультимедийная выставка продлится до 30 ноября. 7 ноября завершился творческий десант артистов из Якутии в Республике Бурятия. За неполных 4 дня якутские артисты в столице Бурятии приняли участие в ряде культурных мероприятий. В
творческую группу из Якутии вошли Народный студенческий обрядово-ритуальный театр «Эйге» Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, артисты Национального театра танца имени Кылуала Семен Кузьмин и Валентина Амосова, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, артист Государственного театра эстрады имени Юрия Платонова Василий Иеремеев и популярный певец Виктор Иванов Сея Уола. Сразу по прилету в город Улан-Удэ 4 ноября студенты и артисты приняли участие в большом правительственном концерте «Мы вместе», который был посвящен Дню народного единства. На этом наш выпуск завершается. Всем желаю продуктивной рабочей недели. До новых встреч! Ну а в российский прокат буквально вот скоро уже выходит якутская премьера, фильм режиссера Степана Бурнашова «Наша зима». Сегодня, кстати, состоится предпоказ для журналистов. Да, о чем новый фильм, как пишется сценарий кинокартинам и почему стоит сходить на премьеру, мы спросим у нашей гости. В гостях у нас Светлана Тайко, сценарист. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, к слову, вы являетесь также сценаристом успешного якутского фильма «Мой убийца», хоть он и по роману Немухова был написан. Тогда сценарий был основан, как да, мы уже сказали, на основе книги. В этот раз полностью придумана вами история или все-таки кто-то помогал, и коллективная, может быть, это была идея? Идея принадлежала режиссеру Степану Бурнашову. Это он мне позвонил и сказал, что вот горит такой темой и хотел бы сотрудничать со мной в плане сценариста, потому что все-таки развод, ну тема развода, да, развод — это дело двоих. В разводе виноваты оба, а он мужчина и мог немножко вот, ну, в свою сторону перекосить качели. Да, перекосить, и чтобы этого не случилось, ему нужна была женская сторона, женский взгляд на тему. Баланс такой выдержать в этой истории. Я думаю, что он не ошибся, потому что у нас герои получились более объемными, и ну, тема освещена объективно. Ну вот почему именно тема развода? Не очень такая приятная тема. Чем она вас заинтересовала? Ну, лично я еще ни разу не разводилась, но мысли периодически возникают у всех ниже, да, так согласитесь? И ну, среди близкого окружения и вообще повсеместно эта тема такая вечная. Если есть любовь, есть и разводы, бывает, к сожалению. На тот момент, ну, сценарий был написан несколько лет тому назад, ну, время такое, да, занимает до выхода фильма. На тот момент я сидела по уходу за ребенком, и я чувствовала себя немножко с бортом творческой жизни. Ну, вот эти вот бытовые дела и все такое, поэтому я ухватилась, ну, в первую очередь именно из-за того, чтобы вообще какой-то процесс рабочий был. Да. И вот поэтому. А не потому, что я разводилась или переживала вот какие-то вот такие именно темы. Ну, вообще, Степан Бурнашов у нас очень известный режиссер, автор уже 12, если не ошибаюсь, картин. Как с ним вообще работается? То есть часто ли приходится идти на компромиссы или наоборот он всегда открыт для предложений со стороны, скажем так? Ну, вот наша зима — это наш первый совместный опыт, и он не последний. После этого мы сняли еще один фильм по нашему сценарию. Скоро тоже будет, ну, в 2023 году выйдет еще один фильм, потом еще 2 фильма ждут своего часа. Поэтому это говорит о том, что с ним хорошо работать. Ну и со мной, видимо, тоже, да, если он 4 раза ко мне обращался, и я 4 раза соглашалась. Он отличается, ну, во-первых, он профессионал. Я выросла, вот именно в сотрудничестве с ним я выросла как сценарист. Он четко ставит задачи, всегда знает, что он хочет. Вот бывает же такое, я хочу снять фильм, не знаю про что, там, поди туда, не знаю куда,
принеси. Вот такое тоже бывает. Иногда такие режиссеры тоже звонят, и я не могу вот зацепиться и потом развить эту тему. А со Степаном у нас как-то вот тандем сложился, я думаю. То есть есть за что зацепиться Да, все-таки, да? да, ага. И мне еще нравится в нем, что он такой четкий, соблюдает дедлайны. Я тоже из такой категории творческих людей, а не тех, кто там уходит в туман, там ждет музу. В общем, если сказано, то будет сделано. Поэтому Ну вот фильм у нас «Наша зима», да, идет на якутском языке с русскими субтитрами, но он будет показан в других российских городах. Как вы думаете, зайдет ли русскоязычным зрителям кинокартина? Ну, я надеюсь, что зайдет, потому что тема, она не якутская. То есть это не история семьи из Якутии там, или якутской семьи, это, в принципе, история семьи, ну, в общем. Вот, поэтому вне времени и пространства. Я очень надеюсь, что российский зритель тоже оценит. Фильм уже участвовал в фестивалях и, в принципе, уже заслуживал отзывы такие. Ну и завершающий нашу беседу вопрос, наверное, простой, хотя, может, и сложным окажется. Почему, на ваш взгляд, все-таки стоит зрителям пойти посмотреть «Наша зима»? То есть, может быть, какая-то все-таки идея есть, что-то они для себя там узнают? Вот как раз-таки я упомянула о фестивале, и вот Степан показывал фильм на фестивале, и после просмотра к нему подошла семейная пара, ну, поблагодарила за фильм, и они сказали, за эти 1,5 часа наша семья стала крепче. Мне это прямо зашло. Ну, такая короткая фраза, да, вот они сказали. Я думаю, ради этого стоило работать. Ну да, действительно, благородная цель, и как бы она действительно реализована, можно сказать. Светлана, спасибо огромное. Будем надеяться, что кассу свою соберет фильм, что самое главное останется в сердцах зрителей, потому что, мне кажется, это важнее кассы все-таки для творца. Да, ну и ждем премьеры уже в этот четверг. Приглашаем всех телезрителей в кинотеатре Якутии посмотреть очередной, я думаю, шедевр от Степана Барнашева. Будем надеяться. Ну а прямо сейчас передадим слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Завершился прием заявок на участие в конкурсе поддержки местных инициатив. В адрес основного организатора Министерства финансов поступило более 300 проектов от улусов и районов. Наиболее активными отмечены жители Жиганского, Горного, Чурапчинского, Кобейского, Тампонского и Верхневилюйского районов. Общее финансирование программы местных инициатив на следующий год остается прежним. Это 500 миллионов рублей. Однако в связи с подорожанием стройматериалов на один проект выделят 2 миллиона. Уполномоченный по правам ребенка в Якутии Туяра Васильева посетила Мирный. Омбудсмен проверила обеспеченность бесплатным питанием школьников, детей военнослужащих. В алмазной столице бесплатным горячим питанием обеспечены абсолютно все ученики. Уполномоченный по правам ребенка провела в Мирном несколько дней, не обошлось и без личного приема граждан. Уникальность Мирнинского района состоит в том, что благодаря акционерной компании «Алроса» с января этого года все дети с 5 по 11 класс обеспечиваются горячим питанием. Помимо этого, дети из семей военнослужащих могут получить бесплатную путевку в оздоровительные лагеря. В республике действуют 2 таких круглогодичных лагеря – Сосновый Бор и Сир-Устара в Сунтарском районе. В регионе растет число пострадавших от кибермошенников. За последнее время выявили 4 громких преступления. На этот раз в сети мошенников соцсетей попались жители Якутска, Нерингрия, Миконского и Мигино-Кангаласского районов. Мошенники сумели присвоить в сумме более 6 миллионов рублей. Отметим, что по итогам 10 месяцев в регионе зафиксировали почти 1300 подобных преступлений. Общий ущерб от кибермошенников составил свыше 205 миллионов рублей. Представляется сотрудниками банков, сотрудниками правоохранительных органов. Говорят, что на ваши счета покушаются мошенники, ну, то есть переведите деньги на безопасный счет. Второе, это мошенничают на платформах торговых, это Авито, Юла, Дром и так далее. Ну и третье, это инвестиции. Все мошенники находятся за пределами республики и даже за пределами территории Российской Федерации.
10 кинозалов открыли в республике, в том числе в селе Апаны Намского Улуса. В торжественном открытии приняла участие вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. Объект реализован по нацпроекту «Культура». На 1 миллион рублей закупили оборудование для кинозала. Гендиректор компании «Экстра Синема» Петр Черяев презентовал проект, который производит в Якутском технопарке. А на внебюджетные средства Центра народного творчества «Чурон» приобретен экран на сумму 200 тысяч рублей. В этом прекрасном кинозале на 180 мест сельские зрители смогут увидеть фильмы, веселые и красочные мультфильмы для детей. Необходимо обратить внимание, что эта программа она разработана при поддержке и по инициативе главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевичем Николаевым по проекту совместно с Агентством стратегических инициатив «Сильные идеи нашего времени» и, соответственно, получает вот такую реализацию. И очень здорово, что именно сегодня вот в близлежащем городе Якутске открывается такой кинозал. Это предоставляет людям и всем, кто вообще ходит в кино, возможность работать и по пушкинской карте. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Благодарим наших коллег. Спасибо, Сергей, за новостную сводку. Будем знать, чем мир живет. Ну и, дорогие друзья, на этой ноте мы с вами прощаемся, но только до завтра. Потому что завтра вновь в это же время, в этом же месте, как я люблю говорить, мы вместе с вами встречать будем уже новый день. Ну, да, вот так вот драйвово, очень эффектно, очень красиво входим в новую неделю. Пусть так продолжится до конца этой недели. Да. Хорошего вам дня, отличного настроения, бодрости. Увидимся завтра.